Знаете ли вы страну такую, древнюю и вечно молодую, где в лесу тетерева такую, словно песни из сердца околдуют, где хоть праздник от души ликуют? Знаете ли вы такой народ, у которого 100 000 слов, 100 000 песен и 100 000 вышитых цветов? Чувашкалы указахларна, щебин сама, щебин деля, щебин юра. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, участники сегодняшнего фестиваля. Мы представляем Чувашскую воскресную школу имени Павла Мироновича Миронова, который в городе Уфе уже работает более 22 лет. Мы коротко хотели бы о нашей школе, несколько слов. Наша школа разрабатывает и внедряет инновационные концепции и технологии обучения городских детей родному языку. Над этим работают профессиональные педагоги, и все они имеют высшую квалификационную категорию. Реализуемые образовательные программы нашей школы. Это чувашский язык, чувашская литература Башкортостана, история чувашского народа, чуваши Уфы, история и современность, уфоведение, народные эстрадные песни, народные танцы, чувашское декоративно-прикладное искусство, вышивка, лепка, рисование, юный журналист, театр обряда, кукольный театр и многие-многие другие. Основные научно-образовательные и области и сферы деятельности нашей школы. Это языкознание, краеведение, культурология, культурно-массовые мероприятия, научно-методическая работа. Эти программы, конечно, содействуют художественному воспитанию учащихся, развитию культуры речи, овладению литературным языком, приобщают к исследовательской деятельности, знакомят детей с творческим наследием писателей, публицистов, просветителей, обычными традициями чувашского народа, нормовым поведением в обществе, народным творчеством, искусством вышивания, служат адаптации детей к реалиям современной жизни, развитию способности воспринимать и вести диалог между различными национальными культурами России и окружающего мира. Похожие на древние орнаменты, бессмертные, известные во всем мире чувашские вышивки теля, которые, подобно произведениям египетских мастеров, рассчитаны на то, чтобы прожить века. Рассматривая изделия чувашских вышивальцев и слушая песни чувашского народа, такую вот замечательную оценку дал писатель Минев в своей статье «Цвет и звук». И действительно, сквозь века из рода в род у чувашей передавалось их замечательное искусство, их неповторимо острое и верное чутье звука и цвета, рождавшее изумительный орнамент и изумительную песню. В нашей школе тоже есть такая мастерица. Ее руками сшиты и вышиты, изготовлены вот эти все костюмы, головные уборы, рушники и много-много таких вещей, которые украшают всегда на выставках на городском уровне, на всероссийских конкурсах, фестивалях и музеях. И также наши костюмы, чувашские костюмы, продемонстрируют и уже украшает в Москве музей города Москвы, который уже обещает нам 3 года вернуть эти костюмы. Они особенные костюмы. Конечно же, она учительница у нас от Бога. Она победитель всероссийских, республиканских, городских конкурсов, фестивалей, отличник образования Республики Башкортостан. Встречайте лауреат городской премии «Достояние столицы» Вера Михайловна Тарасова. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие гости и участники фестиваля. Чувашской воскресной школе имени Павла Мироновича Миронова на занятии по предмету декоративно-прикладного искусства дети учатся вышивать. Предметом изучения является произведения, которые нам передавались из поколения в поколение от бабушек и прабабушек. Эти элементы – это национальные костюмы и головные уборы. В старину, как вы знаете, не было
чувашской девочки, которой не умела зашивать кишки. Этому мастерству девочек учили с 9-10-летнего возраста. Так как по чувашским обычаям девочки должны были к замужеству готовить целый сундук приданого. И туда входило салфетки, рушники, скатерти, которые необходимы были для украшения быта. Рубашки для жениха. И по чувашским обычаям девушка, выйдя замуж, должна была после свадьбы одаривать самых близких родственников жениха. Это не только простые такие подарки, а именно вышитые рубашки, платья. И в старину, многие, может, читали или же просто слышали, в старину достаточно было посмотреть на костюм, в чем ходят, и одним взглядом можно было найти ответы на многие вопросы. Допустим, по костюму можно было определить социальный статус человека, семейное положение, женатый, не женатый, или, допустим, женщина замужем или не замужем. Это можно было определить по головным уборам. Женщины, чувашские женщины, они носили постоянно такой головной убор, который изготавливался исключительно из серебряных монет. Это называется пушко. А незамужние девушки, они одевали тухье. Тухья изготавливался из бисера. И внешне эти два головные убора очень сильно отличались, и по этим головным уборам можно было определить семейное положение женщин. Также можно было определить численность детей в семье. Численность детей в семье определялся таким образом. Сколько полос было пришито на фартуке женщины. Если на фартуке женщины пришита одна полоса, это значит один ребенок, 2-3 и так далее. Чувашские национальные костюмы сохранили образцы древней декоративной письменности, которую принято называть вышивкой. Декоративная письменность носила материальную среду окружающего человека эстетическое и идейное начало, оформляла его художественно. Богатая орнаментация вышитой женской одежды дает исследователю целый материал. Изучая вышивку, ученые отмечают не только красочность и художественные достоинства, но еще указывает на то, что эстетические цели сосуществуют с рядом иных особенностей, выходящих за рамки декоративности. Тщательная фиксация закономерностей локализированной вышивки позволяет прочесть символические знаки, дает исследователю материал для изучения древнего мировоззрения и этических представлений народа. Путем составления элементов вышивки орнаментов других народов также может производиться проверка этногенетических проблем и гипотез. С 20-го столетия ученые успешно расшифровывают вышивку на чувашских платьях и узнают немало интересного о прошлой жизни народа, так как форма композиционных приемов и архитектоники орнамента сохранили следы исторических связей. Как известно, традиционно национальные костюмы и пожелания, вышитые на элементах костюма, выполняли функцию оберега. Рукодельницы рассказывали через вышивку о своих надеждах, переживаниях и пожеланиях. Ученые считают, что такие надписи – это типичное девичье откровение. В Российском этнографическом музее в городе Санкт-Петербурге хранится чувашское платье, которое называется «Женская свадебная рубаха». И вот исследователи Лев Куменев и Хват расшифровали декоративную вышивку, сделанную иероглифами, которыми пользовались в Древнем Китае при династии во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. И в этой вышивке рассказывается, что он это значит жених или возлюбленный, стремится к ней. Он и она встретились, он жаждает ее любви, и они слились. То есть в этой вышивке рассказывается об истории любви, которая закончилась свадьбой. На другом женском платье ученые, разбирая вышивку, прочитали следующее выражение. Надо идти вечером
и вернуться утром. Это выражение можно растолковывать таким образом. Человек, допустим, вечером ложится спать, у него душа как бы покидает тело и платье, и ночью отдохнувшись, утром возвращается снова в тело и платье. И вот эти вот расшифровки говорят о чувашской декоративной письменности. И в музеях России и за рубежом сохранились немало чувашских костюмов. Такую оригинальную, богатую, изящную вышивку удалось сохранить по нашему народу. И сейчас учащиеся нашей школы вам демонстрируют работы, которые рождаются в стенах нашей школы. Благодарю за внимание.